Башкортостан. Люблю всем сердцем и душой Башкортостан, земли родной любимый уголок. Цветы здесь краше, травы зеленей, пчелки золотые несут в свой улей мед. Добрый день! Мы живем в Башкортостане. Башкортостан – это край неповторимой природы, просторных степей, край меда и кумыса. Здесь издавна живет трудолюбивый народ. Башкиры умеют и отдыхать, и хорошо работать. С давних пор возникли народные промыслы бортничества, пчеловодства, скотоводства, рыболовства. Многим людям знакомо словосочетание «башкирский мед». Даже те, кто не знает неповторимый аромат, вкус башкирского меда, слышали о нем из песни. Ему хвала и почет, ты козырь наш башкирский мед. Особую ценность имеет башкирский мед, добытый пчелами в Татышлинском районе Башкортостана. Татышлинский мед получил известность по всей республике и далеко за ее пределами. Его весовые и целебные качества отмечены множеством наград в российских и республиканских выставках. В районе создана общественная организация Общество пчеловодов Татышлинского района, председателем которого является Салимгараев Алмаз Магданович. И в нашей Татышлинской библиотеке проходят много мероприятий, посвященных меду и пчеловодству. На мероприятия приглашаются пчеловоды-профессионалы. Такие встречи являются интересными, познавательными и полезными для всех. Сегодня у нас в гостях продолжатели династии пчеловодов нашего района, активные читатели библиотеки, семья Салимгараевых Алмаз и Альфия. Добрый день. Здравствуйте. Хочу спросить у вас, Алмаз Магданович. Говорят, пасечники из ниоткуда не приходят. Большинство пчеловодов продолжают дело родителей, дедов, прадедов. Расскажите, пожалуйста, как вы стали пасечником? Добрый день всем. Как я стал пасечником? Я стал им, как говорится, с детства, можно сказать, поскольку у меня и дедушка, и прадедушка уже занимались пчеловодством, у них были борти в лесу, потом, конечно, и дома были, держали пчел, потом это дедушка, папа мой продолжатель. Практически, как я себя уже помню, я уже находился с детства на пасеке. Таким образом, когда многие, можно сказать, играли, сверстники мои, я время проводил многое, конечно, и на пасеке летом, и все лето мое было посвящено пчелкам. Конечно, оставалось время, конечно, тоже и отдыхать, и играть, всего понемножку, можно сказать. И вот таким образом я полюбил пчел. Вот на сегодняшний день тоже являюсь продолжителем династии пчеловодов. Вот и сейчас сам занимаюсь и приучаю своих детей, и прежде всего своего сына, к продолжителю традиции и наследия пчеловодов. Спасибо. Алмаз Магданович, как мы знаем, по профессии вы педагог, нефтяник, но мы слышали, что вы решили освоить это благое дело как профессию. Так ли это? Да, конечно, мое первое образование педагог, я работал учителем, потом работал в нефтяной отрасли, тоже несколько лет посвятил, потом уже потихоньку, так как у нас уже второстепенно, можно сказать, уже отец занимался, я занимался, можно сказать, помогал ему потихоньку, так как уже родители не вечные, можно сказать, все это я должен был продолжить. И поэтому я теперь сам основной занимаюсь, тоже отец тоже помогает. Вот. Помимо этих профессий, которые уже у меня есть, педагога и нефтяника, я решил освоить другую профессию, стать более образованным, более, можно сказать, продвинутым, как лучше работать, как лучше усвоить и как в этой сфере бизнеса работать именно пчеловодство.
Поэтому я поступил недавно вот такой конкурс прошел, программа такая «Школа фермеров», где обучают именно агробизнес, в сфере пчеловодства. Вот скоро, Аллах закончу, наверное, и получу образование такое, как специалист пчеловодства именно. Спасибо, спасибо. Очень интересно. Да, действительно, один раз попробовав башкирский мед, вы уже никогда не спутаете его с другими сортами и полюбите неповторимый аромат и вкус. Про башкирский мед сложено много легенд, сказаний, поверий, и не зря. По минеральному составу ученые сравнивают его с кровью человека, что обуславливает его очень высокую полезность и усвояемость. Жизнь и здоровье человека – это самое главное и дорогое, что есть у каждого из нас. Как мы уже знаем, 2021 год объявлен годом здоровья и активного долголетия. Алмаз Магданович, а ведь среди долгожителей очень много пасечников. Это же не просто совпадение, да? И вот почему пчеловоды отличаются более крепким здоровьем, как вы думаете? Ну, как бы сказать, это уже доказано, можно сказать, и по исследованиям научным, то, что многие пчеловоды являются долгожителями. Но я бы сразу сказал, что пчеловоды, они, как сказать, сначала любят свою профессию, поэтому они всегда в активном движении. Вот в летний, весенний, летний период они вообще у них постоянно в движении. И когда они работают для себя, для души сначала, с удовольствием работают с пчелами. Их никто туда не толкает, допустим, никто не заставляет. Любя работают, и целый день они, находясь на пасеке, все движение, и они получают апитерапию, то есть дышат воздухом пчел, можно сказать, меда, прополиса и так далее. Вот эти все дыхательные лечения получают, можно сказать. И, конечно же, они употребляют наш башкирский мед в разном составе, там липовый, цветочный, гречишный и так далее. И применяют все продукты пчеловодства, начиная от меда, маточное молочко, трутневое молочко, прополис, пирга и так далее. Вот поэтому, используя такие натуральные продукты, они, я думаю, продлевают себе жизнь и, находясь все время в движении, любя свою работу, работая душой, гармонируя природой, можно сказать. Спасибо, спасибо, Алмаз Богданович. Очень интересно слушать, очень познавательный такой рассказ. Алмаз Богданович, а какими личностными качествами должен обладать человек, который решил заняться пчелами? Чему человек может научиться у пчел? Так, что должен делать человек? Ну, допустим, чему должен научиться человек? Сначала должен, я уже говорил, что наблюдая за пчелами, можно наблюдать, какие они, допустим, трудолюбивые. С утра до вечера они работают во благо своей семьи, во благо того, чтобы набрать большее количество корма, допустим, пирги и так далее, воспитать больше детей, накормить их, чтобы они были сыты, и чтобы у них семья была всегда, сказать, в достатке, чтобы достаточно корма было детям и так далее, и чтобы оставить после себя хорошее потомство. Они, вот один из признаков. Дальше, допустим, они всегда, пчелы, они, можно сказать, трудолюбивые и очень чистоплотные. Они не допустят свой улей никакой заразы, можно сказать, которые они, если какая-то там занимается хорошей уборкой, чисткой, дезинфицируют, вентилируют свои улья, температуру поддерживают. Вот поэтому они работают во благо своей семьи, поддерживая при этом чистоту, экологический статус. Вот чему надо учиться, чистоте и трудолюбию. Да, спасибо огромное. На мой взгляд, пчеловод должен быть добрым человеком, любить пчел и природу. Терпеливость, целеустремленность и вера в свое дело также очень важны. Алмаз Магданович, а что совершенно недопустимо в работе пчеловода? Недопустимо, скажу коротко. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот, допустим, мы стали работать с пчелами, то есть мы уже за них в ответе. Мы должны помогать им создавать условия. Вот короткий мой ответ. Мы должны за них отвечать. Да, спасибо огромное. Альфия Назгатовна, на ваших страницах в социальных сетях можно часто увидеть продукцию пчеловодства, которую вы сами производите, и медовые кремы ручной работы. Откуда появилась такая идея и с чем все это началось? Да, всем добрый день.
Многие знают, что я занимаюсь апикосметикой, то есть делаю натуральные крема, лечебные мази, бальзамы, настойки на основе пчелопродукции и эфирных базовых масел. С чего все начиналось? Буквально несколько лет тому назад, когда мы приехали в гости к родителям, я наткнулась на книгу, на старую книгу папину про пчеловодство. И увидела там рецепт, это была мазь прополисная. И тут я заинтересовалась, почему бы и мне самой не попробовать. Я сделала, у меня получилось такое первое свое детище. Это был крем на основе меда, воска и масла. Таким образом я потихоньку начинала развиваться, расшириться, придумала новые рецепты. Теперь их у меня более 10 видов для различных типов кожи, так скажем, для сухой, для жирной, комбинированной, проблемной. Вот. Кроме того, вот у меня есть настойки восковой моли, прополиса, подмора. И что еще хочу сказать, что мы недавно начали сотрудничать с компанией «Урал». Это башкирская компания, также производят они натуральную, экологически чистую продукцию пчеловодства. Вот, собственно говоря, чем я занимаюсь. Спасибо. Развитие своего дела требует больших временных затрат. Кроме всего этого, вы же работаете еще и корреспондентом в районной газете. Также являетесь активным читателем нашей библиотеки. Как вы отдыхаете и в чем черпаете свои силы? Да, вы правильно заметили. Действительно, особенно в летний период, это с весны, можно сказать, с начала весны до глубокой осени, мы живем в ритме пчел. Просыпаемся, ложимся вместе с пчелками, можно сказать. Лето, жара, оглядываемся вокруг, все где-то отдыхают, гуляют, загорают, купаются, а мы все на пасеке, ухаживаем за пчелками, в амшаннике качаем мед. Но зато от них мы получаем столько энергии, позитива, силы, что это хватает нам на целый год. Главное, мы вот ближе к природе, а это дорогого стоит. И что от основной своей деятельности, это журналистика, и от дополнительной, это пчеловодство, я получаю колоссальное удовольствие. Для меня вот это самое главное. Да, как мы поняли, да, здесь только часть вашей продукции. Да. Да, расскажите, пожалуйста, можете раскрыть секрет вот вашей продукции? В чем вот этот вот? Да, хотя у каждой фирмы есть секрет, но я так скажу, секрета никакого нет. Все полезное мы получаем от природы. Я хочу сказать, что природа – это абсолютное совершенство для человека. Вот в одном из хадисов пророк сказал: «Кушайте мед, ибо он исцеляет нас от 1000 болезней». И наша продукция нацелена на то, чтобы оздоровить весь организм, укреплять иммунитет, и мы должны быть естественно красивыми. Поэтому я использую только натуральные ингредиенты. Если вы посмотрите на состав, то это базовые эфирные масла натуральные и вся возможная пчелопродукция. Так, и что еще хочу сказать. Когда мы говорим о пчеловодстве, о пчелах, многие думают, что полезен только мед. Такие люди глубоко ошибаются. Кроме меда есть такая продукция пчеловодства, как перга, воск, маточное молочко, трутневое молочко, пыльца. Это тоже ценнейшая продукция пчеловодства. И по составу витаминов и микроэлементов они ничем не уступают меду, а в некоторых даже их намного больше. Поэтому, если у вас нет аллергии и индивидуальной непереносимости, смело употребляйте всю продукцию пчеловодства. Спасибо. Вот. Спасибо огромное вам, Алмаз Магданович, Альфия Назгатовна, за столь подробный рассказ. Очень приятно было с вами пообщаться. С древних времен известны полезные свойства меда, которые используются в народной и традиционной медицине. С каждым годом делаются все новые интересные открытия в медицине и с его использованием. Дорогие друзья, также мы хотим предложить вашему вниманию книжную выставку «Мед на радость и во благо». Литература, представленная на выставке, дает детальную информацию о пользе меда, о профессии пасечника. В книгах в популярной форме излагаются основные сведения для начинающих пчеловодов о породах пчел
и племенной работе, пасечном инвентаре и многом другом. Спасибо большое всем за внимание. До новых встреч!